Трое уйгурских ученых были приговорены к суровым наказаниям за преступления, которые, по утверждению властей, были актами сепаратизма. Уйгурский лингвист Абдувели Эюб, выдающийся деятель уйгурской культуры и литературы, доктор Рахиле Давид, доктор философии Нурмамет Омир Ичкун – все эти люди получили тюремные сроки. Обвинения, выдвинутые против ученых, вращаются вокруг их заинтересованности в изучении и продвижении уйгурской культуры и литературы. Официальные лица утверждают в Китае, что их действия являются сепаратизмом, однако эти утверждения категорически отвергаются учеными и их сторонниками. В оккупированном Восточном Туркестане администрация Китая продолжает политику культурного и этнического геноцида в отношении уйгурских и других тюркских общин. Одновременно с этим Китай пытается скрыть политику геноцида. На этот раз китайская администрация использовала китайских детей на весеннем мероприятии в голландской ратуше Ден Хааг, чтобы создать идиллическую картинку. Китайских детей нарядили в национальную одежду жители Восточного Туркестана и заставили станцевать под музыку на так называемую синьцзянскую тему. Заметив эту ситуацию, турки и уйгуры в Нидерландах выразили протест. Инцидент вызвал большой резонанс в голландских и международных СМИ. План местного правительства по строительству плотины на реке Цзиньша в китайской провинции Сычуань для обеспечения водоснабжения был опротестован местными жителями, проживающими в этом районе. Силы безопасности Китая арестовали активистов, собравшихся в знак протеста строительства плотины. Причины, по которым местные жители, в основном тибетцы, протестовали против проекта плотины, были изложены в статье 13 плана строительства. Выражается протест в связи с решением о ликвидации 6 храмов с древними фресками, датируемыми столетиями, и 2 деревень с населением 2000 человек. Совместное расследование было начато Министерством цифрового развития Казахстана и Советом национальной безопасности после того, как выяснилось, что китайская компания, предоставляющая услуги кибербезопасности китайскому режиму, украла информацию граждан Казахстана. Согласно сообщениям, недавно были раскрыты материалы отдела внутренней информации китайской компании по кибербезопасности, которая обслуживает правительство режима Китая. Эти материалы включают конфиденциальные данные основных операторов мобильной связи Казахстана, а также личные данные всех граждан, зарегистрированных в акционерном обществе телекоммуникаций Казахстана и Объединенном пенсионном фонде. Китай снова установил плавучий барьер у входа в Скарборо, где ведутся споры о суверенитете с Филиппинами в Южно-Китайском море. Согласно заявлению береговой охраны Филиппин, устьевая часть морского убежища, окруженная треугольной морской дамбой, была закрыта плавучим барьером из кораблей береговой охраны Китая. Представитель береговой охраны Филиппин отметил, что они сняли барьер, как и в предыдущих случаях. Несмотря на то, что с момента Ходжилинской трагедии прошло 32 года, боль не утихает. Вчера в Азербайджане почтили память жертв Ходжилинской трагедии, совершенной армянами 26 февраля 1992 года. Азербайджанцы стекались к памятнику Ана Вопль в Баку, чтобы почтить память 613 человек, убитых армянами в Ходжалы.